Тем временем в Якутске с приходом первого судна стартовала навигация 2016 года. Торжественное открытие и возложение цветов прошло у памятника стелы в честь столетия регулярного судоходства по реке Лени. Церемонию приурочили ко Дню полярника России. Сюжет Светланы Федоровой. День полярника в России – праздник с особым стратегическим значением, поскольку именно России принадлежит колоссальный вклад в освоение обоих полюсов. Несмотря на то, что покорение и изучение обоих полюсов имеет богатую историю, а многим исследователям стоило жизни. За много лет речниками и путейцами накоплен опыт северного завоза, судами мореплавания и речного транспорта. В 202-м микрорайоне развернули выставку «Транспорт Арктики». Горожане увидели снегоходы и вездеходы, которые используют в труднодоступных районах республики. На городской дамбе разместили водный транспорт. Это катера, экранопланы и суда на воздушной подушке. Всего выставили 20 единиц техники. А полярник — это звучит очень мощно. Это люди необычной духовной физической силы, живущие в нашей якутской Арктике. От Черского до Соскалаха. 13 улусов. Это люди, которые живут в необычных условиях, и отдавая им дань должного, прежде всего ветеранам, женщинам, да даже и детям в первую очередь, да, мы говорим огромное им спасибо. Позже на городской дамбе пловцы продемонстрировали силу воли и стойкость духа в открытом первенстве республики по плаванию в холодной воде. Всего в заплыве приняли участие 10 любителей плавания в холодной воде, среди которых была одна женщина и 9 мужчин. Длина дистанции составила 25, 50 и 100 метров. А температура воды в реке достигала около 6 градусов. Здесь в Якутске очень холодно, и чтобы легче переносить наш холод, я закаливаюсь. А так, с 2013 года я регулярно участвую на всех городских международных соревнованиях. Самое важное в плавании в холодной воде – это контроль разума над телом и поддержка здоровья. Участникам потребовалось много усилий для физической и психологической подготовки. В холодной воде бодрый дух, что все хорошо. Такие ощущения. Интересно попробовать себя. Подобных заплывок не участвовал раньше, но ощущения интересные. Особенно хорошо себя ощущать после того, как вышел из воды. Сразу тепло. Мероприятия ко Дню полярника на этом не завершаются. В воскресенье в аэропорту откроют выставку авиатехники. Светлана Федорова, Василий Соловьев, НВК Саха, Якутск.